Приветствую вас на своей импровизированной кухне, где царит отличное настроение и творческий беспорядок. Наконец наступило долгожданное лето, а это означает то, что начинают расти фрукты и ягоды, а это нам дает огромный толчок в сферу кулинарии. В это время мы можем готовить абсолютно разные блюда и украшать их как захочется. Мы можем выкладывать наши произведения искусства в соцсети, где их будут лайкать фолловеры, а также одно из самых красивых и вкусных завтраков – это панкейки со смузи. Именно этот летний сет мы сегодня приготовим. Для этого нам понадобится сахар, мука, одно яйцо и молоко или кефир. Теперь мы все перемешиваем примерно такой очередности. Сначала жидкие продукты, потом сухие. Мы взбиваем примерно 1-2 минуты. Далее мы добавляем с вами сахар. Я могу рассказать, как я получила первую тройку. Это был 3 класс. Мы писали контрольную по русскому. Я русский очень люблю. Я прям обожаю русский язык. И тогда диктант был. А я правила не особо выучила. Точнее, я их выучила, но я очень быстро их забыла. И тогда мы писали диктант. В итоге у всех там 5, 4, у меня 3. Как рассказать это маме с папой, это вообще было. Я в итоге рассказала, но они сказали, чтобы я подучила правила, исправила. Я в итоге все исправила, у меня 5 за четверть вышла. Но было очень обидно тогда, а 2 я не помню, как я первый раз получила. Вот и все. Сейчас мы перемещаемся в нашу секретную студию, где есть газовая плита, чтобы мы приготовили наши панкейки. Типа делают, когда иногда делают специальной с корочкой, прям поджаривают, да? А иногда вот делают вот так, когда не доготавливают. И тогда получается то, что он сочный будет. Вот, один из лайфхаков. Мы берем просто нашу газовую плиту, несколько долек шоколада и буквально вот так спичечкой перемешиваем. Как только вам становится горячо, грубо говоря, вы замечаете то, что у вас шоколад плавится, немножко убираем от газовой плиты, ломаем и снова ставим. Про шоколад в ложке. Я хочу сказать про него то, что ты когда готовишь, надо лучше перемешивать не спичкой, а чем-то подлиннее. Это все делать нужно только в присутствии взрослых, если ты ребенок. И важно, как ты увидишь то, что у тебя начал плавиться, нам нужно сделать так, чтобы он не подгорел. Поэтому мы добавляем немножечко молока и перемешиваем. И тогда у нас получится что-то наподобие плавленного шоколада. Да, и вот наши панкейки получились. Можно их украсить шоколадкой. Также можно украсить ягодками. У меня здесь смородина и клубничка. Это, в принципе, можно очень красиво оформить по вашим фантазиям и выкладывать в соцсети. А сейчас мы с вами будем готовить смузи. Я все сейчас сюда принесу. Для смузи нам понадобится все это. Нам понадобятся ягоды, молоко, йогурт, какие-нибудь фрукты, у меня яблоко, и какая-нибудь зелень, у меня щавель. Берем наш блендер,
Сюда мы будем запихивать с вами сливу. Она у меня с косточкой. Нам нужно убрать косточку. Запихиваем. Косточку убираем. Чик. Чук. Также у меня есть клубничка. Добавляем. Немножко смородины и клюквы. А также вишни. Добавили. Берем наше яблоко. Разрезать можно хоть как, так как мы с вами это все равно все заблендеруем. Но желательно это резать как можно меньше. Щавель. У меня щавель, да? Моем. Важно моем. Пытаемся разрезать. Я знаю, что это тяжело получается. Добавляем. Плюх. Шплюх, да? Дальше. Если у вас здесь большая часть, да, это сладкие продукты, то вам сахар не обязательно. Но так как у меня здесь есть слива, и она не совсем сладкая, и также у меня здесь есть, получается, смородина с вишней, они дают кислинку, и я чуть-чуть добавляю сахара. Добавили. И теперь важная часть. Желательно это сбить, но, как показывает практика, то, что если ты добавишь сюда молока или что-то такое, оно выливаться начнет. Поэтому я добавляю чуть-чуть йогурта, чуть-чуть молока. Выбирайте сами, что вам удобнее, молоко или йогурт, можно смешать. Я чуть-чуть добавляю жидкости. Сейчас я перемешиваю, грубо говоря, сухие продукты. Устанавливаю. Сейчас будет громко. Погнали! После того, как мы более-менее перемешали, да, мы уже в этот момент можем добавлять с вами какие-нибудь продукты. В данном случае йогурт и чуть-чуть молока. То есть это молоко нам нужно более для жидкости. А можно использовать только йогурт, если ты хочешь более полезный, да, грубо говоря. На самом деле и молоко, и йогурт полезны, смотря какой йогурт ты выберешь, да. У меня он абсолютно без ничего. Перемешиваем. У меня здесь немножко есть молока. Я могу сюда все долить. И получится еще более вкусно и более полезно. Так. Смотрите, у нас получается 550 миллилитров. Получилось от такого маленького количества. Поэтому вот у нас какую большую роль играет йогурт и молоко. Добавляем. Вот и все. Летний завтрак готов. Вот такая красота у нас получилась. На самом деле это займет буквально полчаса. Здесь все абсолютно просто. И это можно выложить в соцсети. И это все приготовили мы своими ручками. А на этом все и всем пока!